Я, Нелли Николаевна Плотникова, родилась в Бурятии, в Улан-Удэ, закончила Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков имени Хошимина и по направлению, по своему собственному желанию, потому что было очень много у меня подруг из Якутии в общежитии жили, и поэтому они так расхваливали Якутию, что я отказалась от Сахалина, куда меня сначала направили, и поехала в Якутию. И направили меня в Хандыгу. Но не в Хандыгу сначала направили меня. Меня отправили в Охотский перевоз. Это такая маленькая деревенька, в которой маленькая школа всего начальных классов и один пансионат, так если мы говорим. Больше ничего не было. И когда меня женщина, которая меня принимала в районо, она сказала: миленькая, куда же ты попала, говорит, что ты там будешь делать? Там даже радио не всегда бывает. Ну, я, конечно, повернулась и сказала: я поеду обратно. Пришла в ГУНО. И как раз в это время, на мое счастье, оказался там директор школы Григорий Пунхаевич Ким. И вот я попала в его добрые руки, хорошие. Но это сам по себе директор был немножко жестковатый, дисциплину держал здорово в школе, но коллектив был изумительный. Перемены, когда мы собирались там, отдыхали, шли споры о Пушкине, о Маяковском, что там случилось с ними. Я этого ничего не знала в институте, когда училась, как-то этим не увлекалась. И вот все, что там проходило на переменах у нас, все закладывалось в голову. Но не было, конечно, там никаких методических пособий, ничего. И поэтому мы начинали все с нуля, сами варились в своем собственном соку. И вот я 5 лет проработала в Хандыге. Потом приехала сюда, в Якутск, мы приехали с семьей, и мне дали место во второй школе. И когда я узнала, что школа национальная, я думала, что я не смогу там работать. Думаю, что я буду делать, как я буду работать. А вы знаете, попала я не в школу, а в семью настоящую. Коллектив был у нас 40 человек, учителя были все изумительные, все такие добрые, умные, хорошие, вот такие бесподобные люди, с которыми я потом проработала, ну, фактически я проработала в этой школе 51 год, и вот со всеми мы так оставались всегда друзьями. И самый главный человек в школе, это у нас была вожатая Галина Анисимовна Хайдурова. Это человек одержимый, настолько увлеченный своей работой, что она никому не давала покоя, и мы все подчинялись ей беспрекословно. Трудно было вначале очень, что школа-то якутская, а учебников не было специально. Но я нашла автора учебника, который двухгодичный создал Семенов, такой был автор. Нашла, где он живет. Пришла к нему домой, рассказала, что вот я приехала, ничего не знаю, как мне начинать, с чего начинать. Он помог, подарил мне свой учебник, и вот так я начала работать. Мне кажется, очень даже нужно. Если не помогать им, не контролировать их, не, как говорится, не разговаривать с ними, то это очень трудно будет. А потом надо находить. Вот у меня, например, я, когда уходила на пенсию, пришла новая учительница на мое место, Филатова Наталья Петровна. У меня к ней очень хорошее отношение было. Я пыталась вот ей все время помогать по мере возможности, общаться все время с ней. Когда уходила, я сделала, помогла ей стать руководителем метод объединения, и она сейчас прекрасный учитель. У нас, например, была учительница, зауч в школе Валентина Ивановна Кубашевская. Она ходила на все уроки, и притом она ходила на уроки не просто вот один урок посетить и свое мнение высказать. Если она ходит на урок, она берет всю тему, и все уроки у молодого учителя она все посещает. Каждый урок анализирует, каждый урок рассматривает со всех точек зрения, все. И как учителя ей благодарны, и до сих пор благодарны. Обязательно надо таких. Вот Прасковья Ивановна, это Конешникова была заучем, это чудный человек, который все время хотела меня сделать заучем своим преемником. Я говорю: Прасковья Ивановна, я не могу расписание составлять, это не мое. Я лучше буду давать уроки там, где хорошо. Тамара Гавриловна, Клара Григорьевна, вот все учителя, это обязательно. Вот я их могу сказать, что они были моими наставниками, моими учителями, они меня и сделали таким учителем. Конечно, есть отличия. Мы, например, раньше не думали о своих семьях,
Мы не думали вообще о себе почти не думали. Мы, например, на столах вместе с детьми всю ночь ночевали, а потом утром в 5 утра мы шли по всему городу и брали крепость, лезли на гору, там на Хатунурях, или вот сюда на луга сюда ходили, брали крепости с учениками, полные валенки снега, а у меня ребенок только родился, я его бросала и бегала. А вот сейчас нет такого. Сейчас в субботу учителям делают свободный день. Если дети маленькие, то, конечно, их освобождают. А мы раньше об этом не думали. Нам нужно было делать ленинскую комнату. Мы 3 дня не выходили из школы. Нужно было к Новому году, например, сделать нам космические эти классы, чтобы видеть все, заклеить все, сделать небом со звездами, и там еще космический корабль летит где-то. Мы все это делали, а сейчас такого нет. Надо любить. Любить свой предмет, очень любить. А самое главное, любить детей. Это самое-самое главное. Любить детей, желание, чтобы у тебя было научить детей, не просто дать урок, так, лишь бы дать урок, и все, прошло 40 минут или 45 минут, ты даешь урок и ушла. Я помню, однажды я опаздывала на урок, проснулась в субботу, а у меня в субботу был 11 класс. Я все время с ними спорила, потому что они опаздывали всегда. Вот. И я, когда проснулась, у меня было всего где-то 10 минут. За 5 минут я собралась, и я бегом бежала до школы, как будто бы я бежала, на эстафету сдавала. Я прибежала со звонком, на ходу я скинула пальто, и я вместе с ними зашла в класс. Я не опоздала. Надо молодым, надо быть такими людьми. Вот, ну, например, случай был у нас один. В 9 классе ГИАМы сдавали экзамен, мальчишка у меня не пришел на урок. Где он, не знаю. Где он живет, я не знаю. Спросила своих одноклассников, далеко живет, в рабочем городке. Взяла своего ученика, Витю, и мы поехали к нему домой. Ну, приезжаем, а он спит, просыпается. Родители даже не знают, что у него экзамены. Ну, семья такая. Ну, все, взяли его на машину и на экзамены. Вот такой случай был. А вообще были часто случаи, родители звонят по телефону и говорят: Нелли Николаевна, вот я даю вам ему трубочку, он не хочет идти в школу. Это в 10-11 классе не выспался. Тоже вот такие случаи бывают. У нас по-английски переводы там такие были. Если ты даешь перевод им перевести с английского на русский, ну, ребята переведут так, что потом, когда читаешь, мы все, как будто бы в театре на концерте юмора и сатиры хохочем. Ты понял, что ты там перевел? Нет. А ребята, вы поняли? Нет, конечно, не поняли. Ну вот тоже были такие вот смешные случаи. Ну вот, очень трудно, конечно, сейчас с учениками. Ученики стали сложнее, родители стали сложнее, с ними трудно работать, подделываться иногда, но надо как-то так находить общий язык. Но вообще самое главное — найти общий язык с учениками, разговаривать с ними, не разговаривать при всем классе, не ругать при всем классе, тихонько, спокойно поговорить, где-то оставить. На родительских собраниях не ругать одного ученика и не говорить их плохих оценок. Взять, оставить родителей и сказать: придите завтра, пожалуйста, или я к вам приду, мы поговорим с вами. Ну вот так вот надо работать. В детстве читали книги политические такие, патриотические, вернее, ну, «Молодая гвардия», там, Виталий Бонневур, там, «Как закалялась сталь», так. Ну, например, моя настольная книга была Валерий Чкалов, потому что я так хотела быть летчиком. А все время читала эти «Мертвые петли», которые там он делал, там книга у меня всегда была. Читали с фонариком, читали со свечкой, потому что не разрешали. В Улан-Удэ у нас всегда много было орех. Вот орешки щелкаешь и сидишь всю ночь, читаешь книгу и орешки щелкаешь. Потом встанешь, все уберешь, чтобы родители не видели, что там грязи много, да, что ты не спала. Вот. Например, почему вот я читаю такую литературу детективную? Легкая,
литература. Прочитала, выбросила, и я не думаю уже там, никакие там у меня мысли такие, тяжелых нету мыслей. Я легко прочитала, язык, если хороший, то она легко читается. И самое интересное, это еще немножко ты и думаешь, а кто-то там в конце-то будет этим самым шпионом или там бандитом, которого ловят-то. Вот иногда и думаешь, иногда отгадываешь, и довольно остаешься с собой, думаешь, ага, я вот этот момент я усекла, этот момент мне помог узнать, что он нехороший человек. Вот так вот. Так что это мне нравится читать. Хорошо на пенсии. Так хорошо, что хочу встаю, хочу не встаю. Люблю смотреть передачи детективы. Смотрю сейчас вот Невского все время смотрю, хоть и там много стреляют, убивают, там эта кровь льется, но мне уж больно нравится артист, поэтому я с удовольствием смотрю, так, слушаю все время политику, слушаю, и притом не могу, вот одна сейчас живу, дети у меня живут в другом городе, пока я не хочу уезжать, они вот опять сейчас приезжали на день рождения, справляли мой юбилей, и они заставили меня расписаться, что если только найдется квартиру, кто-то будет покупать, что не будет опять у меня никакого отказа, что я не поеду туда, в Нижний Новгород. Вот. Я расписалась. Хотя сама думаю, вряд ли я поеду. Не хочу уезжать. Вот из Якутии не хочу уезжать, честно.